Эпоха расцвета рок-культуры 70-х годов на некоторое время переместилась в Казань. Сегодня в Казанской ратуше прошел пресс-показ 70 работ известного голландского фотографа Гизберта Ханнекроута. На них в черно-белом изложении представлены всемирно известные персоны эпохи расцвета рок-музыки. Они изображены и в состоянии творческого куража, и в полной прострации за кулисами концертных площадок. В эпоху детства и молодости современников 70-х годов вернулся наш культурный обозреватель Дмитрий Пивоваров. Некоторые из героев фотовыставки Гизберта Ханнекроута «От Аббы до Заппы» тем самым обозначая музыкальный алфавит из букв, на которые начинаются и заканчиваются имена исполнителей мира рока 20-го столетия, как выяснилось, побывали в Казани. Теперь они не кажутся небожителями, все как-то уравнялось в эмоциях и проявлениях чувств. Мы повзрослели, как и предметы нашего воздыхания. Рокер со стажем, мэр Казани Ильсур Метшин, кажется, нашел точки соприкосновения со своим музыкальным познанием мира и тонким приближением к миру нынешнему. Мы все хотели походить на них. Мы брали гитару и брали гитару именно так, как они это делали. Поэтому, конечно, я еще раз говорю, такое возвращение в детство, в юность. Более того, я увлекался немножко фотографией, и те же там Кузьмин, Барыкин, которые приезжали там в Казань, Нижнекамск. Мы приезжали на их концерты, пытались фотографировать, милиция нас не пускала на 50 метров. Похоже, вернулся в пору эмоционального подъема и виновник сегодняшней встречи голландец Гизберт Ханнекроут. Теперь он не снимает рок-звезд, но искусство прошлых лет востребовано и в наши дни. Здесь и юный Майкл Джексон в составе группы Jackson 5, эпатажный Фредди Меркьюри, худая-прихудая топ-модели киноактрисы Твигги или вечно хулиганистый Мик Джаггер, или сегодняшний именинник Стинг. Я никогда не дружил со своими звездами, хотя, конечно, с ними общался во время съемок. Все вопросы и договоренности проходили через журнал. То есть я представлял журнал и работал просто как фотограф. Для будущих фотографов Казани, учащихся профильного колледжа, это, разумеется, весьма приятный мастер-класс. Ханнекроут проведет индивидуальные занятия, вовлекая в историю рок-музыки и фотоискусства. После традиционного обмена подарками, национальными сувенирами от мэра Казани и авторского альбома от гостя из Голландии, а все фотографии рок-персон выполнены в Амстердаме, началось то самое воспитание чувств. Наверное, у каждого сегодняшнего присутствующего в залах ратуши есть свой Род Стюарт или Джон Леннон. Лин Рассел, это было на концерте в Амстердаме. Он категорически отказался встречаться с прессой, и у меня есть несколько снимков во время концерта всего лишь. Они, в принципе, против того, чтобы общаться с прессой, но обязаны это делать ввиду контрактов со звукозаписывающими компаниями. Выставка «От Аббы до Заппы» появилась в Казани весьма стремительно, благодаря Центру фотографий братьев Люмьер в Москве и весьма быстрой реакции местных чиновников, отреагирующих в Год культуры на любопытный эксклюзивный проект. Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир». Автор выставки, голландский фотограф Гизберт Ханнекроут, сегодня гость темы с Алексеем Кулешовым. Почему мастер предпочитал не водить тесную дружбу с рок-звездами, которых фотографировал? Кого из музыкантов снимать было легче всего, а кто, возможно, разочаровал? Ответ узнаем сразу после перехвата.